Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я вас всех приветствую в открытом пространстве Единого ресурсного центра. Меня зовут Вешникова Ольга, являюсь генеральным директором Единого ресурсного центра Якутии. Я надеюсь, меня хорошо слышно и всю нашу команду экспертов хорошо видно. Напишите, пожалуйста, в чате, если нас плохо видно и слышно. Если все хорошо, то мы будем продолжать. Я еще раз очень рада приветствовать всех, кто находится по ту сторону экрана и кто к нам прилетел вчера и сегодня. Действительно, летний онлайн-марафон Единого ресурсного центра, он стартанул вчера. Светлана Баженова, наш эксперт из Приморского края, из города Владивостока, генеральный директор АНО ДПО развития, автономной некоммерческой организации, руководитель сети, дальневосточной сети ресурсных центров, прилетела к нам вчера, и мы говорили на платформе Zoom о территориальных общественных самоуправлениях, зачем они нужны, как важно иметь и находить на своих территориях третьи места. Мы говорили про фонды, да, и создавать, не бояться, и какие формы есть в Приморском крае, и на Дальнем Востоке. Мы говорили о фондах местных сообществ, и сегодня наш летний онлайн-марафон в 35-градусную жару, он продолжается, мы не останавливаемся, и мы сегодня с вами на платформе, которая называется «Мировое кафе». Мировое кафе – это такая форма общения в такой непринужденной обстановке, за чаем и кофе. Мы обсуждаем наболевшие вопросы, мы рассуждаем, стратегируем, планируем, и коллективный разум, я надеюсь, сегодня в результате позволит нам выработать некие решения для развития некоммерческого сектора, развития местных сообществ, развития волонтерских, молодежных, социокультурных организаций. И позвольте мне дальше представить наших экспертов. Жанна Котова к нам прилетела из города Москвы. Она у нас бессменный, я бы сказала, эксперт для Якутии. Я помню, по-моему, с 2016 года вы к нам приезжаете. И вообще Жанна у нас стояла у истоков развития именно ресурсных центров, я бы сказала, потому что некоммерческий сектор у нас развит и развивается давно. Для сведения, у нас более 2247 точно на данный момент организаций, у нас чуть более 900 тысяч населения, поэтому активность достаточно большая. Жанна у нас является президентом Ассоциации специалистов в сфере гражданских и социальных инициатив. Статус город Москва, эксперт различных федеральных конкурсов. И к нам сегодня также прилетел Михаил Комиссаров, мы очень рады. Михаил, по-моему, у нас был в 2018 году, мы как раз обсуждали выход на рынок услуг наших некоммерческих организаций, на рынок социальных услуг, на рынок в социальной сфере. Михаил у нас возглавляет, он является директором фонда Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области. Также он у нас является членом общественного совета при Министерстве труда Российской Федерации, также эксперт федеральных конкурсов. И хочу отметить, что вот этот центр является оператором конкурса губернатора Челябинской области. Да, и к нам сегодня пришла в гости удивительная гостья Алиса Долгунова, которая является резидентом Единого ресурсного центра. Так получилось, что в начале июня ей пришло приглашение с форума Таврида, который организует и проводит Росмолодежь, и у Алисы созрел проект, куда идти с идеей, естественно, в Единый ресурсный центр. Проект был сформулирован, Алиса полетела на конкурс, в итоге она у нас получатель гранта 699 тысяч, прилетела в Республику Саха-Якутия на развитие школы в органной музыке в арктических районах. Я считаю, очень здорово, мы дадим вам слово еще до нашей, даже не слова, а показать вашу виртуозную игру на хамусе, да, и, наверное, поприветствовать нас всех. У нас еще и для экспертов, для сведения, но якутяне все знают, что у нас сейчас проходит национальный праздник ИСЭХ, это наш Новый год,
Мы постараемся обязательно в одну из ночей встретить солнце, получить благословение для того, чтобы у нас у всех все получалось, чтобы у нас был мир, добро, любовь, красота. Ну, давайте будем стартовать в нашем марафоне. Давай. Хорошо. Ну, вообще я хочу сказать, что на нашей площадке у нас присутствуют наши партнеры и наши коллеги. Первый заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия Иван Иванович Алексеев. Также мы видим, что на нашу платформу присоединился Владислав Валерьевич Левочкин, первый заместитель министра культуры Республики Саха-Якутия. Очень приятно. И еще буквально два слова про то партнерство, которое приводит в наших проектах и к финансовым ресурсам поступления. Это гранты, субсидии, пожертвования, о чем мы будем сегодня говорить. Хочу сказать, что наши эксперты смогли прилететь благодаря поддержке фонда президентских грантов и благодаря поддержке целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. И это очень здорово. Мы сегодня поговорим с вами про проектирование. Значит, как построим работу? Мы запускали в Google анкету, где просили наших коллег, лидеров некоммерческих организаций, специалистов органов местного самоуправления, лидеров местных сообществ. Мы просили задать животрепещущие вопросы для того, чтобы выработать какие-то решения, сегодня обсудить и, главное, услышать очень важное профессиональное мнение экспертов. И у нас так сложилось, что это будет 4 блока. Первый блок – это выход на рынок социальных услуг наших некоммерческих организаций, которые уже есть в реестре или которые собираются туда вступить. А второй блок мы посвятим проектированию, и мы расскажем, во-первых, можно сказать, положительную, позитивную историю участия в конкурсах некоммерческих организаций Якутии. Но самое главное – понять, как нам стать более эффективными, профессиональными и качественно вообще-то реализовывать средства грантов и главы Республики Саха-Якутия, фонда президентских грантов, других грантооператоров. А третий блок – очень много вопросов о создании нового фонда культурных инициатив, которые у нас вновь созданы, и зачем, каким образом, кто может участвовать в конкурсе, очень много вопросов. И четвертый блок, он такой, немножко такой калейдоскоп, это больше про устойчивое развитие некоммерческих организаций. И сейчас с Алгысом, благословением на нашу сегодняшнюю работу и вообще, и для всех наших слушателей, зрителей и, конечно же, экспертов, я попрошу Алису, нашу дорогую, продемонстрировать свое умение.
Благодарим, Алиса. Мы желаем успехов в реализации вашего проекта, который, я уверена, будет очень востребован, нужен. И когда профессионал в области органной музыки будет приезжать в арктические районы и обучать именно молодежь, это очень здорово. Спасибо, Алиса. Я хочу пожелать вам, как раз вы как выиграли физическое лицо, что в рамках реализации вашего проекта вы уже осознаете и поймете, нужно ли вам создавать некоммерческую организацию, чтобы принимать участие в грантовых конкурсах уже созданного фонда, который поддерживает вот такие культурные и развивающиеся инициативы, инновации. Поэтому мы вас ждем. Успехов вам в реализации и в дальнейшем развитии. Спасибо большое, Алиса. Мы продолжаем, и один из блоков, как я сказала, у наших слушателей, у наших зрителей, это был блок о некоммерческих организациях, которые составляют, мне кажется, уникальную такую часть, это услуги. Не все некоммерческие организации оказывают услуги, не у всех в уставной деятельности социальная сфера, а особенно такая очень сложная, узкая сфера, как социальное обслуживание. И поэтому одна из тем, да, вот один из блоков и вопросов, которые к нам поступили, это были вопросы на тему выхода на рынок социальных услуг некоммерческих организаций. И можно, с вашего позволения, я первый вопрос задам Ивану Ивановичу Алексееву, первому заместителю министра труда и социального развития. Вопрос следующий. Мы можем с вами и поздороваться, и порассуждать сейчас на тему, какие точки роста и какие барьеры существуют именно для некоммерческих организаций, которые собираются или уже вошли в реестр поставщиков социальных услуг. Пожалуйста, Иван Иванович. Добрый день, уважаемые наши дорогие гости, уважаемые участники мероприятия. Как Министерство труда и социальной защиты нашей республики, который ведет реестр поставщиков социальных услуг, хочу отметить, что у нас в реестре всего на данный момент состоят 36 негосударственных организаций, в том числе 14 социально ориентированных некоммерческих организаций. В целом, хотелось бы отметить, что у нас в республике мы ставим во главу угла такой вопрос, что в ближайшем будущем уже мы должны потихоньку уходить от государственного сектора и больше внимания уделять именно негосударственным поставщикам. Это требование времени, это требование рынка, это в первую очередь и, наверное, будет идти на развитие всей экономики республики. Да? Но при этом хотелось бы отметить, что если мы в 2016-2018 году, да, вот какие суммы у нас уходили на выплату негосударственным поставщикам, в 2016 году из бюджета мы выплатили 2 миллиона 164 тысячи рублей. Всего 2 миллиона 164 тысячи. В 2018 году эта сумма возросла до 41 миллиона. По результатам прошлого, 2020 года, субсидия негосударственным поставщикам уже составила 65 миллионов 949 тысяч. То есть буквально 30 раз за 4 года. И на этот год у нас предусмотрено 81 миллион 800 тысяч. Всего у нас 8 поставщиков за прошлый год получили, которые оказывают услуги. То есть все, кто оказывает услуги, состоят в реестре, они получают услуги и субсидии. При этом мы постоянно, регулярно встречаемся с негосударственными поставщиками. Я лично, у нас практика с 2019 года ведется, раз в квартал, как минимум раз в квартал мы стабильно встречаемся. Где они озвучивают свои проблемы, какие вопросы есть и как мы им можем помочь. У нас есть очень хороший проект, называется «Одуванчик». Мы его через агентство стратегических инициатив хотим в ноябре презентовать на форуме «Сильные идеи для нового времени». Это комплекс услуг, которые предоставляют негосударственные поставщики.
Если вот его кратко характеризовать, это со стороны государства, правительства республики мы должны оказывать помощь в льготном предоставлении имущества, пересмотре тарифов, прикреплении медицинских организаций и так далее. Часть этих вопросов мы уже решили, часть решается. При этом вот недавно у нас состоялась встреча руководства республики с Александром Сергеевичем Николаевым, с негосударственным поставщиком группы компании «Опека». Может, вы слышали о нем, Маврин Алексей Анатольевич, он лично приезжал, и они хотят построить негосударственный пансионат на 200 мест в городе Иркутске. То есть в этой части мы тоже будем оказывать услуги. И, насколько я знаю, Минтруд России сейчас разрабатывает проект восстановления Российской Федерации по грантам развития негосударственных поставщиков в рамках государственно-частного партнерства. Что касается проблем, да, которые вот, хотелось бы отметить, у нас ожидается в ближайшее время лицензирование негосударственных пансионатов, и мы боимся, что многие из наших учреждений не смогут сразу же получить лицензию. Могут быть проблемы. Мы это открыто говорим. Такая проблема существует, и мы должны к моменту начала лицензирования быть готовыми. И в первую очередь, конечно, хотелось бы отметить, что мы требуем от наших коллег, от наших партнеров негосударственных поставщиков, это в первую очередь, конечно, качество представления. Должно быть хорошее качество представления. Это самое главное. Качество и безопасность. У меня вкратце все, коллеги. Если есть какие-то дополнительные вопросы, я готов на них ответить. Да, спасибо большое, Иван Иванович. И у нас есть вопросы, которые я предлагаю нам совместно с Иваном Ивановичем обсудить. Вот какие еще дополнительные меры поддержки могут использовать некоммерческие организации, которые только планируют выйти на рынок услуг или уже там активно себя чувствуют, кроме вот выплаты со стороны Министерства труда и социального развития? Ну, если позволите. Да, конечно. Вы знаете, я всегда говорю, что самое лучшее, что есть, это какие-то примеры. Я позволю себе, может быть, инструмент привести стандартный, но кейс, не знаю, насколько стандартный для Республики Якутия, наверняка у вас что-то из этого тоже есть. Мы говорим о том, что нам хотелось бы больше поставщиков. Наверное, коллеги из ваших органов исполнительной власти согласятся со мной, что им больше хотелось не столько в самом Якутске, сколько в отдаленных территориях, и, наверное, там с этим сложнее, ну, вообще по понятным причинам, как и любой другой территории. Что мы попробовали сделать? Мы предложили поставщикам социальных услуг выйти на наши грантовые конкурсы, в том числе на наш грантовый конкурс губернатора, с пилотными проектами оказания социальных услуг, и первое внедрением новых услуг, а второе с внедрением современных технологий, в том числе цифровых, в оказании социальных услуг. Мы говорим о том, что большая часть услуг в социальной сфере зачастую передается по удобной форме социального обслуживания. Но, ну и понятно, действительно, пансионат построить сложно, дорого, и, мягко говоря, не каждая некоммерческая организация может себе это позволить, тем более еще так, чтобы его потом лицензировать. А вот начать с надомных услуг, может быть, и заработает на этом деньги, и потом что-то построить. Для этого профиль организации более реальный. Вот у нас одна из некоммерческих организаций, третий возраст, она провела исследование. И что они сделали? Сначала они поняли, что необходимо использовать, мы все пользуемся Яндекс.Такси, мы пользуемся Яндекс.Доставкой, они говорят, ну это же трекеры, это все работает за счет того, что известно, где человек есть, давайте купим трекеры, и мы будем знать, где человек находится. Как соцработник передвигается по городу, насколько это эффективно, сколько в реальности он времени у того или иного пожилого человека проводит. Потом мне говорят, нет, ну мало что он там проводит, нужно даже, например, качественно оказывать услугу, и они внедрили систему видеорегистраторов, как в ГИБДД, совершенно идентично. Безусловно, они отключаются на период оказания санитарно-гигиенических услуг, что соответствует новым законам. Много интересного для себя узнали. Потом они поняли, что можно многое цифровизировать с точки зрения работы с благополучателем. Сейчас вот они, например, уже закупили планшеты, хотят такие купить мини, знаете, как кассовый терминал, но смысл в том, что акты, все документы будут печататься вот прямо вот онлайн мгновенно. Это не упрощает работу и с благополучателем, и уходит от разных бумажных рук. Но мы получаем проблемы. Потому что когда они все автоматизировали, проанализировали, казалось, что большая часть услуг по надобной форме услуга доставки продуктов питания,
например, доставки посттоваров. Но мы понимаем, что особенно в крупных городах, которые в том числе Якутск относятся, есть крупные, ну, так сказать, супермаркеты, мегамаркеты, не знаю, если Янпаршан, но что-то понятно, что есть. Естественно, там это дешевле. Все замечательно, автомобилем, оптом все это купили, привезли, но человеку ведь пообщаться хочется. Но у нас сейчас косвенно услуга доставки питания фактически включает зачастую в себя вот этот элемент общения. Этот элемент нужен, и тогда надо считать иначе эту услугу. Получается, что услуга доставки должна стоить дешевле, но должны появляться дополнительные услуги, которые надо отдельно считать и понимать, что в действительности своей они есть. Вот конкретный один из кейсов. Почему я говорю, что это инструмент развития? Люди опробировали, люди приобрели за счет гранта оборудование. Они его приобрели не за счет того, что они стали оказывать услуги, но они вошли в реестр. И сейчас многие те, кто получали услуги в пилотном проекте, многие из них не стояли на соцобслуживании, сейчас, имея на это право, встали на соцобслуживание и стали работать. Есть еще одна проблема, о которой бы я сказал, я не знаю, если она в Якутии, может быть, у вас ее нет, не знаю, может быть, это региональная специфика. Мы знаем, что сейчас в силу 442 закона, ну, правда, в каждом регионе это понимается по-своему, есть люди, которые получают социальные услуги полностью бесплатно, есть за частичную оплату, есть полностью бесплатно. Так вот, обычным субъектам, не знаю, принимается решение такого рода, могу чуть громче говорить, принимается решение такого рода, что те, кто встали на учет до определенного периода, получают услуги все бесплатно, а те, кто вновь встают, начинают платить. С одной стороны, ну, это логично, человек стал тогда, когда еще не было этого НПА. Но очень важно, чтобы при переходе к негосударственному поставщику вот это право полностью бесплатных услуг за ним оставалось. Зачастую юристы говорят, договор новый, извините, все должно быть в соответствии с новым законом. Но тогда, получается, мы не в равных условиях ставим государственных и негосударственных поставщиков, потому что мы привязываем человека к тому, ну, естественно, никто не хочет платить, если может получать что-то бесплатно, это естественно. Спасибо, Михаил. У меня есть небольшой комментарий, скорее вот в развитии услуг в рамках некоммерческих организаций. Мы вчера говорили про ТОСы, говорили про то, какую пользу они могут принести для территории, если ТОС зарегистрирован как некоммерческая организация. Да? Вот. И я сейчас вспомнила прекрасный кейс Ульяновской области, где один из ТОСов, сельских ТОСов Ульяновской области совместно с муниципалитетом забрали обратно в собственность неиспользуемое здание. Значит, и сейчас его ремонтируют для того, чтобы создать пансионат как раз для пожилых людей. Вот, и доходы от этой деятельности будут получать ТОС. И дальше пускать на развитие территорий. И мне кажется, что нам всем нужно немножко больше и шире смотреть на услуги в том числе. Да, что это не просто узкая какая-то сфера, которая касается только защиты социального обслуживания людей, а это в целом может развивать в том числе и территории. Потому что мы, например, в одном из районов Приморского края встречались с предпринимателями, которые говорят, вы знаете, вот покупательский спрос населения упал, люди мало зарабатывают и так далее. Я говорю, слушайте, ну у вас прекрасный район, там хорошая природа, погода, воздух, условия и так далее. Давайте смотреть шире. Давайте искать возможности для создания каких-то сервисов внутри, для того, чтобы клиенты к вам приезжали не внутри вашего района, а из-за пределов, и создавать и социальное предпринимательство, и социальные услуги в том числе. Ну да, я соглашусь, что некоммерческие организации, негосударственные поставщики, они как раз и могут, и, наверное, их специфика оказывать уникальные услуги. Это не просто вот такая вот просто голая услуга и все, это поговорить, улыбнуться, это могут быть ипотерапия, канистерапия, да, арт-терапия с детьми с инвалидностью и так далее. И, наверное, в этом одно из предназначений выход на рынок услуг. Но вот могу сказать, что вот, наши, так скажем, благополучатели Единого ресурсного центра задали такой вопрос, что именно для некоммерческих организаций существуют барьеры для выхода на рынок услуг.
потому что они абсолютно отдают себе отчет, что они не такие профессиональные и не готовы на 100%. Дальше им никто не дает кредит на строительство, на какой-то бизнес-проект и так далее. А дальше они отмечают, что на первых порах особенно, я помню, что это был документооборот сложный, да, размещение вот этой компенсации был расквартал и так далее, вот эти кассовые разрывы, это тоже все очень сложно, когда услуга должна равномерно оказываться, да, вот на протяжении 365 дней в году и так далее. И вот как вы считаете, вот как эти барьеры можно снимать, или это вообще не барьеры, и история в НКО совсем другая? Я хочу сказать следующее. Давайте так. Во-первых, давайте учиться. И говорить, что, извините, значит, предприниматели могут это делать и отчитываться, а некоммерческий сектор вот как-то не может работать с документами, это неправильный подход. Это моя точка зрения, да, я ее высказываю. И, конечно, давайте в первую очередь обучать. Значит, если нужны какие-то курсы специальные, да, возможно их вводить, Ольга, вот как предложение в вашем едином ресурсном центре, отраслевой направленности. Второе, конечно, нужно изучать опыт других субъектов. Прекрасно, что Алексей Маврин уже заходит к вам, да, то есть я знаю, по-моему, он у нас в Екатеринбурге, не знаю, в Челябинской нету его, да, но я знаю, что в Свердловской области, вот в Московской области и в Санкт-Петербурге, и была сама лично, и возила как раз социальных предпринимателей туда, но это платная история, да, и мы понимаем, что, безусловно, вы закроете какую-то часть, создадутся рабочие места, конечно, мне очень жалко, что не нашлось предпринимателей здесь, на месте социальных предпринимателей на территории, хотя Якутия так очень хорошо стартовала, и мне кажется, это все можно было сделать совместно еще раньше и подумать совместно с экономикой, да, с Министерством экономики, у вас, по-моему, предпринимательство, да, Министерство предпринимательства. Да, Министерство предпринимательства, продумать совместные программы. В субъектах есть такая практика, я думаю, что у вас тоже она присутствует, когда создаются холдинги, то есть у социальных вот таких предприятий есть и некоммерческие организации, и коммерческие. И здесь не обязательно, что должен быть один человек в одном лице. Как правило, это партнеры. И, безусловно, один партнер имеет вот как раз и ведет деятельность, направленную на решение острых социальных проблем. И самое главное, как Михаил говорит, апробации старта каких-то проектов, да, чтобы по технологии попробовать упаковать это в стандарт, что очень важно, чтобы это было понятно, объяснимо и принято министерством непосредственно, и тогда уже будет совершенно другой разговор. Поэтому, мне кажется, коллеги, очень много здесь мы всегда перекладываем на органы власти и говорим, что они не так делают, нормативы не соответствуют и так далее и тому подобное. Они приводят уже, и Иван Иванович может подтвердить мне сейчас, что, наверное, кассовых разрывов уже нет настолько, сколько были, может быть, даже 3 года назад. Но я уверена, что в этом направлении работа ведется. И более того, тарифы будут повышаться, я уверена в этом. Конечно, сложно получать нам кредиты в банках на некоммерческие организации. Почему? Потому что, давайте честно, потому что нет нормального менеджмента в НКО. И здесь вот мы приглашаем вас уже 29 числа совместно с Роскачеством. Как раз мы будем говорить будет у нас телемост такой проходить со Свердловской областью, коллеги из Ханты-Мансийского автономного округа будут делиться тоже своими технологиями, а что они предлагают, какие инновации, какие инструменты для нововведения, да, чтобы этот упростить и, скажем так, расширить вход негосударственного сектора, в частности, некоммерческих организаций. Я за профессионализм. Коллеги, хватит нам уже плакать, давайте обучаться и действовать. Если позволите еще вот в подтверждение слов Анны Александровны, я всегда говорю, если государство квадратное, НКО круглое, всем надо стать овальным. То есть это движение, конечно, навстречу друг другу, но если мы возьмем те субъекты, в которых успешно передаются услуги, за редкими исключениями,
как в Башкирии, когда это произошло насильственным путем, а там в НКО превратили в бюджетное учреждение, и сложно Вывески сказать. поменяли. Да, вывески поменяли. Ну, говорят коллеги, что не только вывески, что все-таки они переформатировались, это позволило им измениться, и по сути, может быть, не знаю, но это не те НКО, о которых мы с вами сегодня говорим. Но в большей части субъектов все работает тогда, когда сами некоммерческие организации, как Жанна правильно сказала, становятся профессионалами и начинают вникать в местную нормативную базу, начинают предлагать изменения в регламенты и порядки, начинают разбираться в постановлениях правительства, начинают разбираться в региональных и федеральных законах, становятся экспертами Ценообразование формируют правильно, то есть Конечно. Конечно, муниципального, регионального, а подчас и федерального уровня. И вот именно тогда эти некоммерческие организации становятся успешными и на своем уровне, и на российском уровне. А успешные означает, что у них есть сотрудники, у них есть помещения, у них есть финансовые средства, в том числе оборотные средства, о которых мы сегодня говорили. Но это планомерный путь развития. За день это не случится. И можно я еще один комментарий добавлю в эту сторону, потому что сейчас мы как бы обсуждаем сейчас мы обсуждаем только то, что касается 442 федерального закона, да? Но давайте не будем забывать, что принят закон о социальном заказе. Вот. И пока, значит, в него вошли пилотные регионы, но эту практику сейчас опробируют на пилотных регионах, как вы знаете, потом ее расширят на всю страну. И нам надо быть к этому готовыми, потому что бизнес-то уже готовится. А НКО опять, значит, отстанут, потом скажут, ой, нам чего-то где-то не рассказали, где-то нас чему-то, значит, где-то в чем-то нам не помогли разобраться, вот, а нам уже нужно к этому готовиться. К тому, чтобы и в этом поле быть конкурентоспособными и использовать и эти источники финансирования. Челябинская область в пилотах по социальному заказу, я подтверждение ваших слов. Мы, правда, по спорту в пилотах, это, к слову говоря, о том, что действительно там много чего есть, колоссальные возможности, огромная поддержка со стороны Министерства финансов, очень профессиональная команда с нами работает. Я бы рекомендовал задуматься Республике Якутия о том, чтобы в эти пилоты войти. Хочу обратить внимание, что войти можно с разными услугами и даже только на муниципалитет. Может войти не только субъект. Это в принципе возможно. Прецедентов нет, но в принципе возможно. Я точно знаю, что коллеги из Минфина готовы в эту сторону двигаться, дополнительно им это интересно. И я могу сказать о том, что там же есть разные способы. И действительно, подчас, вот за счет того, что к НКО больше внимания, в принципе, все эти инструменты можно внедрить, не используя этот закон, честно говоря. Он скорее для бизнеса даже во многом интереснее. Но о чем надо понимать? Что сейчас у нас с вами НКО преференции больше, чем у предпринимателей. А с внедрением этого закона мы будем наравне. Я не говорю, плохо это или хорошо. Это факт, наверное, это справедливо. Но надо теми преференциями, что сейчас есть, и возможностями пользоваться, чтобы не оказалась ситуация, я всегда говорю, что в 90-е годы везде были маленькие магазинчики, там бывшие булочки. Сейчас их 90% нет, их заменили пятерочки, ленты, магниты, ну или там что-то в этом духе. Вот для того, чтобы нас не постигла судьба этих маленьких магазинчиков, а каждый из нас стал условным магнитом, который из Краснодара стал федеральной сетью, нам надо саморазвиваться. Ну, а я еще, наверное, здесь как раз обращусь к коллегам, вот к Ивану Ивановичу. Сейчас он хочет как раз нам прокомментировать. Да. И знаете, вот прямо я хочу, вот только приехала с оценки грантовых конкурсов, да, и молодежных проектов. Я вам хочу сказать, не хватает, молодежь не понимает проблематики, честное слово. Им очень сложно оценить объективно и доказательно, да не только молодежь, но и некоммерческие организации, когда пишут социальные проекты, не всегда вот эту актуальность обозначают. Поэтому убедительная просьба, давайте как-то
чаще встречаться с молодежью, да, рассказывать и давать им просто вектор направления. Решения они придумывают сами, не надо нам за них придумывать, но хотя бы именно актуальности, чтобы они не делали все одно и то же, да, то есть вот не бежали все помогать только там бабушкам, например, или людям с ОВЗ, да, когда мы понимаем, что, например, с детьми с ОВЗ очень много поддержки, а с 18+ огромнейшая проблема, я думаю, на вашей территории тоже, что чтобы знали, куда вот такой условный, я его называю, социальный заказ, чтобы мы изначально формировали на те грантовые конкурсы, куда подаются наши физические лица и юридические лица. Да, спасибо большое, Иван Иванович, слушаем вас. Коллеги, спасибо. Было очень интересно вас послушать. Очень много такого полезного, нового. Действительно, вы правильно говорите, нельзя все сосредотачивать только в городе Якутске. Наверное, нужны поставщики и в районах. К сожалению, у нас пока такого нет, но надеемся, что в ближайшее время мы эту ситуацию исправим. Что касается Маврина, да, я сам у него был, в его интернатах, и хочется открыто сказать, что такого качества у нас, к сожалению, на данный момент в республике нет. Поэтому мы заинтересованы, чтобы он зашел, как вот вы говорите, да, маленькие магазины, которые сменились крупные федеральные торговые сети. Вот также, может, и в негосударственном секторе, да, что будет какая-то франшиза, и наши негосударственные поставщики будут у него учиться и стремиться к тому качеству, которое он предоставляет. Что касается обучения, да, мы стараемся наших негосударственных обучателей, кроме встреч, да, вот мы до прошлого года по известным причинам, до пандемии проводили стажировки, практикующие семинары, приглашали в государственные интернаты, прямо наглядно показывали, как составляется меню, как работать с маломобильными гражданами, как вот осуществлять уход и так далее. Вот я записал 29 июня, да, вы сказали? Да, я перешлю, мы организуем с помощью Ольги Анатольевны, наверное, да, вот, да, встреча с наших негосударственных поставщиков. Они у нас любят учиться, интересуются всему новому. Они вот такие, как губка, все впитывают, поэтому я думаю, им интересно будет 29 июня. Спасибо вам большое. Да, благодарим Ивана Ивановича за участие, и я уверена, что на нашей площадке сегодня есть представители и социальных предпринимателей, и тех, кто оказывает услуги. Нам действительно есть к чему стремиться, это такое поле, оно не пахано, оно очень отличается от Европы, Америки. Мы, наверное, открываем свою сейчас какую-то историю, она будет уникальна, и я вижу, что в разных регионах они действительно, эти услуги, запросы абсолютно разные, и это не только в регионах. Если мы будем углубляться в районы, и если мы будем делать исследования глубокое, на слега, села, поселки, а очень хороший пример для меня социального, ну это не предприниматель, а именно НКО, у которого есть холдинги, который добилась больших успехов, это Сахалин, да? Сахалинская область. Да. Илона Волошина. Да. Оно Да. активное образование, у которой, значит, в обойме порядка 6 некоммерческих организаций, которые работают в разных сферах. Это и сиделки, и работа с детьми, и работа с людьми с ОВЗ, и создание центра трудоустройства, и институт третьего возраста, и, в общем, практически все. И при этом с учетом, значит, использования своих ресурсов, использования ресурсов региона и очень маленький процент ориентации на грантовые средства. Вот. И это прям, пример, который точно нужно распаковывать нам всем и дальше тиражировать, потому что Илона в этом году строит свое здание. Да. Мы очень хотим ее пригласить к нам, и я думаю, нам нужно будет совместно, будет полезно с Министерством труда. Да, она сказала, когда она построит, она нас пригласит на стажировку, и мне кажется, вот как такой положительная такая история, да, любви с услугами, это как раз вот Илона на Сахалине. Мы хотим ее привести сюда, чтобы она нам просто вот популярно на языке родных берез, дальневосточных рассказала, как это в нашем регионе достичь таких успехов. Действительно. Ну, да, я вот, наверное, тогда на этом примере хочу
акцент сделать, что, уважаемые коллеги, безусловно, должна быть стратегия ваших организаций, и нужно акцент делать не только на грантовые ресурсы, это, наверное, 20% должно быть вашей стратегии, вот, а 80% это как раз на другие источники, и в частности, на мой взгляд, 70% точно это должны быть источники продажи ваших услуг не только на своей территории, да, возможно, вы сможете, не знаю, обучение онлайн продавать и Челябинской области, или Приморскому краю, вам никто не запрещает, у вас открыты все горизонты. У меня как предложение к единому ресурсному центру, вы знаете, мы в этом году для себя создаем, мы уже ее создали, но еще не публиковали, такую карту возможностей. Это интернет-портал в рамках нашего портала, где мы собираем по крупицам лучшие региональные истории, муниципальные истории со всей России. И мы говорим именно тех, которых нам не хватает. Мы не берем успешный кейс работы с онкобольными детьми, если у нас есть потрясающая своя региональная медицинская. Грубо говоря, она нам не нужна, зачем у нас есть свои. Но мы берем те истории, когда мы понимаем, а вот нам бы этого хотелось. Для того, чтобы те люди, у которых есть желание, возможно, есть ресурсы. Ресурсы не обязательно финансовые. Время это тоже ресурс, команда это тоже ресурс. А талант это тоже ресурс. Но если есть деньги, совсем замечательно. Могли эти инициативы реализовать. Как самый маленький для физических лиц у нас есть грант, так и для крупных некоммерческих организаций. Мы в этом году выходим даже на долгосрочный проект. Больше 3 лет. Не больше 3 лет, 3 года. То есть вот в этом отношении, мне кажется, это было бы интересным кейсом. А к НКО обращаясь, я бы хотел сказать, что, конечно, НКО разные, так же как бизнес разный. Нельзя сравнивать госкорпорацию Росатом и маленького индивидуального предпринимателя, который там варит дома мыло или свечи. Это безусловно. Но тем не менее мы понимаем, что есть некоторые вещи, которые все-таки универсальны. И безусловно, да, для кого-то будет больше услуг, для кого-то грантов, для кого-то пожертвований. Но для того, чтобы организация была устойчива, все мы стремимся к устойчивости, не может быть того, что вы живете за счет какого-то одного источника ресурсов. Услуги, они могут быть разные. Если это одна услуга, это, кстати, тоже плохо. Хорошо, если это линейка услуг. С каждым разом наращивать или, скажем так, как раз невыгодные, да, уже, то есть неработающие услуги, убирать, прямо выводить их из своего... И надо сказать, что даже благотворительные организации, я вот сейчас представляю себе НКО, которая по ту сторону экрана, и некоторые из вас, наверное, думают, господи, что они там несут, ни черта они не понимают, как в нашем УМУСе все устроено. На самом деле, наверное, мы не все понимаем. Но вместе с тем и понимаем тоже. И поверьте мне, у нас есть кейсы, я вот последний расскажу по теме услуг. Потрясающая организация «Бумеранг добра» находится в закрытом городе Росатома, то есть туда заехать просто так невозможно. Началась с родительской организации, но им повезло. У них руководителем стала девушка, которая до этого была директором филиала Сбербанка, талантливая и активная. В чем была ситуация? Родился особенный ребенок, она ушла с работы. Никаких сбережений не было. То есть повезло только в том смысле, что у нее были знания, умения, компетенции, хватка. Больше ничего не было. Они боролись за то, чтобы мы сначала дали маленьких несколько кабинетиков, где работать с этими детьми. Потом они стали собирать какие-то тренажеры, стали выигрывать какие-то маленькие средства и гранты, собирать по чуть-чуть, им дали побольше помещения. Они всем миром собирали технику, оборудование, делали ремонт, сами раскрашивали стены, все делали своими руками. На сегодняшний день эта организация имеет благотворительный магазин. Притом в этом магазине работают люди, внимание, 80+. Я по возрасту имею в виду. То есть у них там женсовет. Эти люди, эти бабушки с удовольствием продают там какие-то, то, что из сада, с удовольствием одевают весь город, не только особенных детей, кто находится в трудной жизненной ситуации, а если ты не в трудной, ты жертвуешь деньги, и на эти деньги много чего делают, они финансируют вплоть до экологических организаций. Но это мало того, им передали часть городской бани, большую часть. Глава города, когда открывал эту баню, он говорил, когда-нибудь наш город из Снежинска переименуют, и был, говорит, когда-то был Снежинск, сейчас это Бумеранг добра. И они там сделали тренажерный зал, который работает не только для этой категории,
но и для всех жителей. Они там поставили кислородные коктейли, то есть они зарабатывают и оказывают доп. Услуги. У них есть фитобаня, у них есть бассейн, где ходят их родители. Все услуги для них бесплатны. Там не... Еще раз, в чем плюс? Это осталось родительской организацией. Дети не платят, родители ничего не платят, особенных детей, но они оказывают услуги тем, кто рядом. Но и это еще не все. Сейчас они получили отдельные помещения, где они делают мастерские. И они уже, хотя это помещение еще в стадии ремонта, их там в других помещениях размещают, у них очень успешная типография, у них уже сейчас много заказов. Да, простая сублимация, ничего гениального, они придумали печатать, например, ну это не они придумали, это есть на мешочках фотографию ребенка там, там, с обувью и так далее, в детском саду удобно, в школе удобно. Маленький ребенок, чтобы не искать этот пакет с второй обувью, есть его фотография, как его зовут, всем хорошо, педагогам хорошо. Заказы со всей России идут, коллеги, я вам хочу сказать. Сейчас, буквально сегодня у них встреча с руководителем агентства стратегических инициатив России и нашим губернатором, я вот к вам поехал, они там обсуждают вопросы, как это развивать и как это тиражировать. Из маленькой организации, которая объединила несколько, конкретно 2 или 3 семьи, сейчас боюсь сказать. За 4 года выросла такая организация. Поэтому главное учиться, учиться и еще раз учиться. Остальное придет. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Иван Иванович, благодарим, что мы, мне кажется, очень со всех сторон, и горизонтально, и вертикально, И даже затрагивали какие-то другие темы. и даже чуть-чуть отвлекались. Но у меня, например, такая мысль, что если проект, именно проект, да, вот услуга, она действительно очень важна, она востребована, она актуальна здесь и сейчас, то волшебным образом, это может быть грант, это может быть волшебник с вертолетом, это может быть пожертвование, это может быть субсидия. У нас есть хорошая история сертификации общественной организации «Алмаз», которая оказывает услуги для бывших осужденных и наркозависимых. Она уникальна, она и в одном лице, и их история вот самой организации, это просто вот действительно через сердце, через душу очень хорошие и качественные услуги. Поэтому я тем коллегам, которые стоят на пороге, да, либо создания некоммерческой организации, либо вы отправляетесь в плавание, которое называется социальное предпринимательство, пожелала бы успехов и неудачи, именно удачи это однократно, а именно успехов, да, и вот как сегодня говорили, мы все-таки должны быть с вами, НКО, должны быть профессиональны, мы должны заходить надолго, мы должны понимать и анализировать ситуацию, и мы, вот партнерские связи тоже очень важно, и не уповать на гранты, и значит, верить в себя. Государство это мы. Спасибо, мне кажется, мы очень хорошо. Если есть у слушателей, у зрителей вопросы, вы можете в чат написать еще дополнительно. Но я предлагаю переходить к другой теме. Можно прям не могу спроситься? Да. Значит, вот перефразировать очень известную фразу из рекламы. Значит, Оля, вы говорили о том, что не все оказывают социальные услуги. Да мы все оказываем услуги. Просто мы не все хорошо умеем их готовить. Да, Вот. Это наша задача. да. Ну, чтобы потом их, в конце концов, покупали, и мы получали за это результат. Да, и даже вот любой парикмахер может сказать, что упаковать услугу, посчитать, сколько стоит время, свет, трудозатраты, ножницы и так далее, очень сложно. Нас никто этому не учил. И, наверное, нам нужно вот такими компетенциями soft skills и hard skills, это уже, наверное, про нас. Спасибо большое. Вот второй блок нашего мирового кафе. Я предлагаю всем выпить чая, вздохнуть. И самая интересная тема – это проектирование. И мы на днях с нашими экспертами даже немного поспорили, почему эту технологию называют социальное проектирование, как ее тогда применять в экологии. Да? И у нас возникает новый фонд культурных инициатив. Это социальный проект или нет? И Министерство культуры задает вопрос, а как мы причисляем себя вообще к социалке здесь? Да? Ну, вот именно социальный проект. И когда мы образовательные курсы делаем,
мы рассказываем технологии социального проектирования, но и каждый раз чуть-чуть поправляем. У нас много экологических организаций, да, которые задают вопрос: экология – это социальный проект, экологический проект. Конечно. Социальный проект? Да, Социальное это все, что для людей, про людей вместе с людьми. Все, что для общества. Конечно. Ну, и вообще, если уж на то Это говорить, социально. что с юридической точки зрения, конечно, надо сказать о том, что когда наш президент Владимир Владимирович давал поручение передачи услуг в социальной сфере, в эту социальную сферу вошла и культура, и образование, и здравоохранение, и, безусловно, в том числе социальная защита населения, но в том числе. Ну, вошла ли туда экология? Ну, в это поручение не вошла. Но по сути своей, конечно, это социальная составляющая. Но я бы сказал, что такое социальное? Я исхожу из слова социум. Общество. А если это Коммерческое. общество, то давайте трактовать это как проект на благо общества, основной целью которого проекта не является извлечение прибыли. Параллельно оно не запрещено ни одним грантом, что потом что-то для этого используется. Вот проект на благо общества, основной целью которого не является. А дальше в какой сфере? В сфере спорта, пожалуйста, фонд хватания есть гранты. В сфере культуры новый фонд культурных инициатив, созданный фондом президентских грантов по указу президента. Есть там фонд Геннадия Елены и Тимченко, опять же, в сфере культуры. Все это социальное проектирование, ну, со своими особенностями. Хорошо. Вы знаете, ну, такой встал вопрос, и у многих субъектов в части как раз культуры, да, раз мы вот в эту сторону уже пошли, я правильно понимаю, у вас ваш запрос, ну, конкретно вот от директора департамента города Севастополя, от министра культуры Республики Татарстан и ряд других субъектов, ну, вот я говорю про два конкретных, да, почему? Потому что прям встал запрос создания проектных офисов в учреждениях культуры для того, чтобы переходили коллеги на новый формат работы через проектную деятельность. Поверьте, очень сложно. Почему? Потому что коллеги не могут понять, как перестроиться с госзадания на проектную деятельность, а раз мы уже коснулись вновь созданного фонда и где сейчас идет прием заявок, и я думаю, более подробную информацию завтра будет все сказано на семинаре, мы не будем останавливаться здесь и сейчас, но я хочу отметить следующего характера, что в нем уже могут принимать участие и коммерческие, и некоммерческие организации, и государственные учреждения, муниципальные, прошу прощения, муниципальные учреждения, вот, которые, пожалуйста, работают вот в этом направлении. Так что конкуренция здесь очень высокая, и на проектную деятельность переходят, получается, наши учреждения, вот, которые вот, двигаются вот в этом направлении. И индивидуальные предприниматели. И индивидуальные предприниматели. Так что, коллеги, скажем так, профессионализм точно свой нужно повышать, конкуренция с каждым годом будет расти. Почему? Потому что я вам смело говорю, что мы выращиваем среди молодежи, более того, вводится официальный предмет уже, если это, по-моему, с этого года даже учебного, да, с 21 года, будет 21-22 год социальное проектирование в школах. И мы понимаем, что уже растет поколение, которое учится социальному проектированию, защищает свои проекты, участвует в конкурсах. У нас с 14 лет можно участвовать, и вот Михаил скромничает, но как раз в Челябинской области тоже с 14 лет, правильно, Михаил, у вас предоставляется грантовая поддержка для физических лиц. Вот, поэтому... Пока с 18. У вас 18, мы да? думаем. В Югре у нас 14. 16 16. Вот, поэтому, уважаемые коллеги, конечно, мы выращиваем, и не надо все перетягивать на самих, создавайте команду, находите партнеров, умейте, может быть, одну услугу встраивать, ну, скажем так, в проекты других коллег. Не надо все делать вам самим, то есть, как бы, если у вас что-то очень качественно получается, встраивайтесь, интегрируйтесь друг в друга, ну, называется, давайте чаще встречаться, давайте общаться, давайте учиться культуре партнерства, потому что мы с вами, ну, так складываются обстоятельства, вот я наблюдаю сколько, очень сложно партнеримся, очень сложно делимся ресурсами,
да будьте щедрыми, поверьте, потому что вы, как говорится, привлечете одних, а вас привлекут, возможно, другие коллеги с гораздо большим потенциалом финансовым или каких-то других средств. Так что вот, наверное, вот в этой части социальное проектирование сейчас это уже такая неотъемлемая часть практически каждого жителя нашей страны. Вот у меня сын доктор, знаете, и он занимается, я сама, вы знаете, сколько мама сапожник без сапог, да, вот вроде как бы, я ему говорила, рассказывала, но он не вникал в это. И тут я узнаю, что у них департамент здравоохранения города Москвы как раз отбирал проекты, и он поучаствовал со своим проектом и прошел конкурс. Я даже удивилась, думаю, получается, среди работающих докторов, молодых докторов, тоже проводятся такие конкурсы. Среди айтишников очень много тоже конкурсов. Среди научных каких-то проектов и молодых, и, скажем так, уже устоявшихся. В Российской академии наук постоянно все это тоже действует через проектную деятельность. Коллеги подаются, участвуют, выигрывают, реализуют. Поэтому, пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Сейчас, можно сказать, социальные строители, я не знаю, вот как коллеги Светлана, Михаил, но ко мне стали обращаться очень много строительных компаний, которые говорят, а что-то там такое вот происходит, нам так интересно социальное проектирование, там есть, мы видим ресурсы, мы строим, как это вот интегрироваться, как понять, как осознать, как научиться, чтобы тебя там не обманула та или иная некоммерческая организация, инициативная группа. То есть интерес уже у всех отраслей есть к социальному проектированию. Коллеги, вот что значит федеральные эксперты. У меня было 6 карточек с вопросом, и вы ответили на 6 вопросов. Просто рассуждая. Я единственное, что могла бы добавить про то, что социальному проектированию нужно и можно учиться, и я, значит, по заказу Фонда дикой природы совершенно недавно создала авторский курс по социальному проектированию. Он выложен на ресурсе Степик, или Степик, как, значит, когда кто как произносит. Он абсолютно открыт, там 15 роликов, видео записанные, можно смотреть в любом порядке, не обязательно, значит, выполнять тесты и задания, можно просто это использовать как учебный материал или как подсказку при разработке любого проекта. Я думаю, что вы потом сможете ссылку разослать. Да, мы можем отправить ссылку. Потому что это абсолютно открытый, свободный, бесплатный ресурс, которым сейчас уже можно пользоваться, при этом учить его и изучать в любом режиме. Да, и хотела бы сказать тоже, что вот вопросы, которые поступали по проектированию, это кроме вопросов были запросы, в том числе и где качественно, офлайн, пройти обучение. Мы можем объявить о том, что в августе мы точно будем делать, мы надеемся, что откроются все порталы и границы, и мы будем проводить университет НКО. Нам очень важно проектирование среди молодых людей, среди школьников, это как soft skills, да, внедрять. И мы сегодня уже за чаем обсуждали, что это даже быстрее, качественнее и дешевле, если мы с вами будем очень большое внимание уделять молодежи. Для чего у нас есть и конкурсы Росмолодежи, и это действительно очень важно, и мы сейчас налаживаем мосты, партнерские связи, и для нас это тоже очень новое направление для единого ресурсного центра. Одно дело обучать лидеров НКО, уже состоявшихся, одно дело обучать социальных предпринимателей и лидеров местных сообществ, и совсем другой подход с педагогической, психологической, я бы сказала, больше мотивационной точки зрения нужно, когда ты работаешь с молодежью и со школьниками, так скажем. Вот у Жанны как раз очень большой опыт вдохновлять и мотивировать. Я знаю, и когда был у нас фестиваль Мусустар, и коллеги с Росмолодежи приехали сюда, наша молодежь была прокачана, как разработать проект, как свою идею упаковать таким образом, чтобы она была актуальна, интересна, конкурентоспособна. И я думаю, что это такое еще только начало большого пути. Хочу сказать, что наши коллеги тоже принимали участие. Надеюсь, что они продолжат вот этот путь. А университет НКО мы будем делать прямо очные школы,
кого есть желание записаться, вы можете прямо в чате дать о себе знать. Мы будем прямо делать жесткий отбор, потому что важно дойти до конца логического, чтобы это не была одноразовая услуга, что мы с вами поговорили, показали презентацию и не увидели вот KPI вот всех действий, да, Михаил? Знаете, я вспомнил, что, сейчас объясню к чему. Мы там говорили о там разнице, критериях, вообще разнятся критерии, не разнятся критерии. И я думал, мне было интересно, я сейчас посмотрел критерии оценки, как раз вот зашел в положение фонда культурных инициатив. Вот, И, они абсолютно идентичны в целом тому, что есть у фонда президентских грантов. Ну, чуть-чуть иначе называются, ну, по смыслу своей то же самое. Я вспомнил, что я буквально на днях собеседовал молодого человека, который хотел у нас в фонде работать, и он мне сначала, ну, честно говорю, были у меня сомнения, что он вольется в нашу команду, скажем так. Ничего вообще не знал про НКО, ну вообще, ну ноль. Но парень очень умный, ну, вот просто есть, говорят, ходячая энциклопедия, только выпускник из университета, я ему говорю, ну вот смотрите, давайте логически, говорит, ну я все понимаю в социальных проектах. Я занимался бизнесом, я занимаюсь в проектах. Ну хорошо, опишите мне, пожалуйста, что, на ваш взгляд, должен включать тогда социальный проект. И он в течение 5 минут, ни разу не открывая заявки фонда президентских грантов, описал 100% того, что там есть. Ну, я не говорю там по мелочи, конечно, не мог знать какие-то нюансы, но все, что касается команды, бюджета, партнеров, продолжения деятельности, цели по смарту, задачам, календарному плану, ну, названию, направлениям. Вот все он смог понять своим умом. Ни разу, я в этом точно абсолютно уверен, но зачем было обманывать, он мне работать хотел, если бы он видел эти заявки, он бы сразу сказал, да, я видел, я в них компетентен. Он честно сказал, что он не заходил никогда, не видел ничего, не консультировал никогда никого, ни одного знакомого в НКО у него нет. Но в целом он на это учился, он этим занимался, проектированием в другом направлении. В этом контексте это как езда на велосипеде. Если вы научились социальному проектированию, Один раз. если у вас это стало получаться, то поверьте мне, неважно, это будет один фонд, другой, 5-й или 10-й, ну что-то будет отличаться. Конечно, всегда надо читать положение, я призываю. Его никто не читает, к сожалению. К сожалению. Одна из рекомендаций будет читать положение. Читай, там же все есть, критерии, оценки, балл, вес. И главное, что если мы говорим о конкурсах субсидий, а там знаете, сколько подчас документов, а когда, на какую дату там эти справки нужны. И, кстати говоря, вот о положениях, это ведь и конкурса грантов касается, и конкурсов субсидий, и всего касается на самом деле, слово там квадратный или круглый. Очень часто вот эти положения, если это региональный уровень, их же ведь выносят на общественные советы, на какие-то обсуждения. А если не выносят, вы как НКО можете просить, а иногда, извините, даже так настойчиво просили, коллеги, мы бы хотели, чтобы вот муниципальный порядок оказания предоставления субсидий, неважно на какие цели, на конкурсные основе, конкурсы, обсуждался. И чтобы вы не просто говорили, мне это не нравится, а чтобы, когда вам говорят, что субсидия должна быть, не дай бог, там, на казначейском сопровождении, или если такого вроде нет, вы могли объяснить, почему это не требуется. Или если вам будут убеждать вас, что там должна быть справка на первое число месяцу предшествующему подаче заявки, вы смогли объяснить, почему это бред и почему это не обязательно. Ну тогда вы должны знать, что такое постановление правительства 1492. А вы же не знаете. Я не буду говорить, что это такое, изучите. Очень важно, между прочим. И тогда вы будете на одном языке с органами власти. И они в хорошем смысле вас будут уважать, потому что уважают сильных, уважают профессионалов. Спасибо большое. Действительно, вот я могу сказать, к слову, да, Единый ресурсный центр, он является администратором конкурса грантов главы Республики Саха-Якутия. Вот у нас только что завершен прием заявок, мы обработали 424 заявки. Это большой всплеск, в 2 раза больше, чем в прошлом году. И для экспертов скажу, что беспрецедентная сумма будет распределяться в этом году 103 миллиона. И это действительно много. Говорит о том, что меры поддержки у нас слабые в республике, и мы просто не имеем права, да?
И, соответственно, так же, как в фонде президентских грантов, я хочу призвать наше МКО, что критерии, да, запросы к экспертам, запросы органов власти и средства все-таки из государственного бюджета Республики Саха-Якутия, они все время будут повышаться. И мы должны быть к этому готовы, и положение, вот как и сказал Михаил, абсолютно согласна, в указ прошлогодний, да, о грантах главы были внесены изменения многочисленные. Кто их вносил? И со стороны экспертов, и со стороны инновационного центра, и со стороны координационной комиссии, и со стороны некоммерческих организаций, которые по результатам прошлого года говорили, что-то, ребята, здесь не докручено, тут непонятно, тут мы не знали. Это мы понимаем, что и у фонда президентских грантов тоже этот путь с методическими рекомендациями он тоже пройдет, да. И вот про новое специально мы выписали, что касается фонда культурных инициатив, из новых критериев актуальность и общественная значимость, и партнерская поддержка проекта. То есть вот это вот просто теперь красной нитью, если раньше она где-то как-то в других завуалирована была критериях, здесь прямо красной строкой. Акцент на это. Да, акцент. И мы тоже об этом должны знать. Один в поле не воин, нам надо партнериться, открывать свои объятия, власть, общество, бизнес, это всегда здорово. Я вопрос прямо передала вам, Жанна, вот. Он поступил. Ну, вы знаете, я думаю, наверное, завтра Роман может на него точно ответить, руководитель карманов этого фонда, да, то есть как раз, да, культурных инициатив. Но какой вопрос? Вопрос звучит, с какой целью создан президентский фонд культурных инициатив? Ну, вы знаете, как раз в послании президента, да, вот было, ну, такое, мы считаем, что беспрецедентное обращение именно на направление культуры, да, вот, ну, как-то вот все-таки социальное здравоохранение было особое внимание всегда оказано, а вот культура всегда оставалась, ну, давайте так, по остаточному принципу. И вот здесь, наверное, такая уникальная возможность и важность, и то, что это видится на уровне правительства нашего президента, создания такого фонда и возможности именно культуре уделить внимание отдельное, да, и с такой суммой, и видя, как изменяется, то есть это вот такая комплексная поддержка, всесторонняя поддержка, и благодаря этому фонду она, я уверена, будет оказываться, и я думаю, как раз будет создана, и вы сможете видеть в единой базе уже, а кто подавался, вы хотя бы увидите, даже так же по фильтру поставите свой субъект или какой-то другой, и увидите своих ИП, увидите ООО, увидите муниципальные учреждения, да, которые, а какие проекты они предлагают, так может быть к ним нужно идти, объединяться и предлагать свои инициативы, свои услуги, понимаете? Самое главное, я всегда говорю, а вы-то что предложить можете? Вы скажите, какая у вас услуга и сколько она стоит. Может быть, вы шикарно делаете с детьми занятия гончарным производством, да, то есть вот у вас, вы гончарите замечательно, у вас какая-то технология есть, как-то креативный подход какой-то к этому. Приходите и говорите, мы можем провести 10 занятий в рамках вашего гранта, стоимость этой услуги вот такая. Все, коллеги вас включат, и вы будете являться теми партнерами в большом каком-то проекте, на который будут они подаваться. Да, и вот еще по проектированию сейчас такое мини-объявление. Во-первых, завершился буквально на днях конкурс Алмаз-Регионбанка, который мы также администрируем уже второй год, и это очень позитивная история, когда бизнес, крупный бизнес выделяет средства на поддержку некоммерческих организаций и проектов корпоративных волонтеров в зоне присутствия. Это очень интересно. У вас, я знаю, есть ФЭСКО, да, очень у нас хороший транспортная группа конкурс. ФЭСКО, второй год мы уже с ними работаем. И если в прошлом году мы запускали пилот только на город Владивосток, и это было невероятно сложно, потому что нам нужно было удержать конкурс в условиях ковида. Вот. Но мы это сделали, и сделали очень успешно, и компания в этом году расширила зону присутствия на весь Приморский край, увеличила грантовый бюджет. Вот. И мы сейчас тоже провели уже конкурс, у нас уже сейчас реализуются проекты, и кроме этого мы еще сделали, убедили компанию, что это нужно, мы сделали школу грантополучателей,
Мы дополнительно тех, кто пришел в конкурс, будем еще учить. У нас вот в начале июля пройдет такая школа, мы приглашаем экспертов на эту школу, мы очень на нее ставим такие большие надежды, потому что компания хочет, чтобы не только были интересные и нужные проекты, но и сами организации росли в этом конкурсе. И там тоже есть конкурс для корпоративных волонтеров в том числе. Да, отлично. А сейчас в Якутии проходит конкурс, объявили в Министерстве по внешним связям и делам народов, прямо сейчас для некоммерческих организаций, и я всех НКО в этой сфере приглашаю на площадку, которая пройдет у нас в 11 утра 25 июня. Приходите, будет Жанна Котова и Светлана Баженова. Вначале мы будем говорить и о проектировании, и об условиях нового конкурса, нового фонда, и мы после обеда сделаем питчинг проектов, то есть ярмарку проектов, и уже есть заявки молодежных, социокультурных, и по межнацу проекты есть. Готовятся коллеги. И еще один конкурс очень важный. Когда мы делали исследование потенциала гражданского общества за прошлый год, на третьем месте по количеству, по направлениям, по количеству некоммерческих организаций это родовые общины коренных малочисленных народов Севера. И вот как раз завтра Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера, у нас есть, Михаил, такое министерство, представляете себе? Замечательно. Да, объявляет конкурс для родовых общин. И здесь, я знаю, присутствует у нас победитель конкурса фонда президентских грантов, одна из родовых общин Момского района, Еремей Садовников, который 2 года приходил к нам в единый ресурсный центр. Он говорил и утверждал, что вы меня не можете научить проектированию, потому что я вас также за неделю не могу оленеводству научить. Да? Мы с ним спорили и так далее, но результат превзошел все ожидания. Он стал победителем. Мы не научились, зато он научился проектированию, и мы взяли вот тоже пример, когда уникальные проекты, интересные со всех сторон, наш центр берет на сопровождение. И это сопровождение надолго, и особенно наша любимая, уважаемая Арктика, где все чуть дальше, чуть замедленнее, но все намного интереснее, чем вот здесь и сейчас. И вот есть еще пару вопросов, я прям специально раздала, чтобы не терять времени. Кто готов ответить? А что в проекте в первую очередь обращают внимание эксперты? Ну, конечно, эксперты смотрят комплексно в соответствии с теми критериями оценки, которые существуют для данного конкурса. Но то, на что смотрят эксперты, конечно, есть ли какая-то реальная проблема внутри проекта? Решает ли проект реальную проблему? Действует ли проект в интересах социальной группы, на которую как-то оказывает влияние существующая проблема? Вот, потому что никакие конкурсы социальных проектов не склонны поддерживать те инициативы, которые направлены на потребности самой организации, подающей заявку, или на событийные проекты. За исключением сейчас вновь созданного фонда культурных инициатив, да, вот там, скорее всего, вот такие вот проекты могут быть. Поэтому смотрите, ну еще, конечно, эксперты смотрят на соответствие подаваемой заявки условиям конкурса и направлениям конкурса. Нельзя быть организацией для всех. И нельзя быть универсальной организацией. Вот сегодня мы про природу, значит мы свой проект подключим под природу. Завтра, значит, мы про пожилых, значит, соответственно, мы будем свой проект, свою деятельность переквалифицировать под пожилых. Не надо быть универсальной организацией под все, лишь бы деньги получить. Это прямо на раз просчитывается. Становитесь профессионалами, специализируйтесь в своей сфере, и вы точно найдете и партнеров, и финансирование, и ресурсы. Спасибо. Да, хочется под каждым словом подписаться и сказать, что вот именно когда ты видишь такой проект, он-то и войдет в число победителей. Но на самом деле, вы знаете, много факторов. Этот вопрос похож на тот, который был у Светы, наверное, в том числе, когда ты видишь, что организация профессиональна, это видно. Это очень сложно скрыть, коллеги. И очень сложно нарисовать. Потому что если у тебя много новостей в интернете, видно, что у тебя действительно активно ведется деятельность.
И как совершенно верно сказала Светлана Куприяновна, она ведется конкретно, именно в определенном сегменте и направлении, может быть комплексно, да, что организация занимается, не знаю, там, ресоциализацией людей, вышедших из мест лишения свободы, по-разному, там, и сиблингов, и семей, и там непосредственно, и сопровождает после, но она занимается этой категорией лиц. Если она неожиданно вместе с этим начинает вдруг заниматься спасением, я не знаю, там, тюленей, да, это странно, ровно как обратная ситуация тоже. Вот в этом отношении профессионализировать. И не забывайте, что нельзя быть организацией, живущей от гранта до гранта, которой нет гранта, деятельность не ведет. Это одна из причин многих, как белка в колесе. У нас нет денег, потому что нету команды профессионалов, а нет команды профессионалов, потому что нет денег. Мы сами дискредитируем себя, я вот отношу тоже к некоммерческому сектору, когда таким образом анонсируем, что раз обижена, раз нам не дали деньги, мы все прекращаем, закрываем, и забывается, наверное, основная цель, зачем мы вообще создавали некоммерческую организацию. Второй момент, совершенно важны партнеры. Я здесь немножко поспорю с Ольгой в том отношении, что, как критерий он выделен впервые отдельно, но партнеры не менее важны в заявке, например, фонда президентских грантов, несмотря на то, что, может быть, там вот нет такого прямо акцента. Просто здесь без этого подход такой, вот там без этого теоретически можно, здесь без этого совсем нельзя. Но на практике единицы проектов, побеждающих без писем партнеров. Конечно. И без партнеров, даже у фонда президентских грантов. У нас, мы посчитали, по-моему, из 200 проектов 4, где не было ни одного письма поддержки. По каким-то причинам, вот все-таки доверие эксперты, из 204, согласитесь, это исключение, это неправильно. И в этом отношении это, конечно, партнерство и профессионализм, это информационная открытость. Но этого всего недостаточно, если, как верно не было сказано, нет проблемы. Если завышен бюджет, если ты понимаешь, что можно решить проблему совершенно иначе, когда деятельность ради деятельности, а решить вопрос можно совершенно иначе. Нельзя думать, что вы в заявке вот тут не докрутили, там не докрутили, но остальное же у нас хорошо, а денег дадут. Так не работает. Все должно быть взвешено, все должно быть сбалансировано. Поэтому заявку, я отвечу. Когда ты видишь, что проект идет в число победителей, когда ты понимаешь, что заявку хотя бы создали, я не говорю отправили, не за один день до подачи заявки. Это интересно, кстати. Когда мы анализируем по региону, например, заявки фонда президентских грантов, интересно, кто побеждает, кто нет. Они, в принципе, не говорят, кто когда подал заявку, но по номеру заявки ты видишь. И по дате там же есть. По дате у самой организации, в открытом доступе там, по-моему, а может быть и есть дата подачи. Но по номеру ты, в общем, тоже видишь. И сразу видно. Это не всегда. Но большая часть организаций, когда подают заранее, все-таки шансы у них против других немножко выше. Не потому, что кто-то лучше что-то рассматривает. Просто это означает, что люди делали вдумчиво. За 5 минут сделать очень сложно. И еще один метод, просили лайфхаки. У меня есть один лайфхак. Надо, если вы сами, вы не эксперт, например, вы живете в отдаленной территории, и вы хотите понять, каковы шансы, что ваша заявка победит, не открывая положение. Самый, конечно, правильный путь открыть положение, оценить заявку, там же все баллы есть. Вы не можете, не хотите, неважно. Вы идете к какому-нибудь вашему приятелю, незнакомому. Но не говорите, что это вы написали всю ночь, крапели и вообще всю душу и жизнь в этом уже знаешь. У меня есть партнер, друг, приятель, который тут написал заявку для нашей организации. Что-то меня в ней не очень смущает. Скажи-ка, что ты о ней думаешь. Тогда он, конечно, скажет правду. И мнение со стороны, непредвзятое, подчеркиваю, не так, что вы сказали, что вы это делали 2 ночи подряд. Оно подчас очень ценно, и зачастую человек, не являющийся даже профессионалом в социальном проектировании, глядя на заявку, скажет: слушай, что-то меня не убедил, а тут слишком слова заумные, а тут непонятные. И, конечно, обязательно думайте еще и о актуальности заявки, потому что очень часто
смотришь заявки на те или иные конкурсы и понимаешь, что люди просто совершенно не понимают, зачем это нужно, как это нужно. И вдумывайтесь во все, потому что вот мы тут сказали про партнеров. Ну, партнеры же тоже бывают разные, правильно? Есть партнеры, которые вам дали письмо, сказали, что ваша заявка актуальна. Есть партнеры, которые дали вам письмо и сказали, что у вас команда профессиональная. Есть партнеры, которые дали вам письмо и сказали, что это какие-то ресурсы, неважно, денежные, материальные, волонтерские или какие-то иные. То есть не надо все письма по волонтерскую, по партнерству думать, что это одно и то же. Они подчас должны быть разные. А сейчас, кстати, это не очень удобно, но иногда даже, если раньше можно было написать там, в том же фонде президентских грантов одно письмо и просто его переложить. Сейчас у них актуальность отдельный файл, партнерство отдельный файл, ты начинаешь понимать, что даже от одного и той же организации иногда надо два письма. В одной она тебе пусть скажет про то, что, собственно говоря, все, что ты делаешь, актуально, в другой она скажет, что вы профессиональная команда, а в третьем, что, собственно, они дадут те или иные ресурсы. Так что читайте положения, заранее смотрите заявки, все у вас получится. А что лучше, письмо поддержки или соглашение о сотрудничестве? Я стопроцентно уверен, что хотите со мной делайте, что письмо поддержки. Могу объяснить. Соглашение – единичный случай, что Есть приложение к соглашению по какой-то конкретных уже мерах поддержки. Ну, например, помещение. Да? Там вот заключили, например, то есть на 2021 год. Ну вот из нашего опыта могу точно сказать, что эксперты, вот у нас в конкурсе эксперты идентичны тем, что есть у фонда президентских грантов. Как правило, весомее оцениваются письма. Почему? Первое. Письмо, по идее, оно ведь говорит о том, что вам дадут поддержку, если будет проект. Соответственно говоря, ну не будет, не факт, что вы это будете делать. Если вы все равно все это сделаете за другие деньги, эксперт, в общем, может решить, а надо ли вас поддерживать, потому что какая разница, все равно все у вас будет. Ну, конкретно в деловых соглашениях, где прямо здесь план мероприятий, я видел единицы за всю свою жизнь. Наверное, такое соглашение может быть лучше, чем письмо. Но только их не бывает. На практике это соглашение вода водой. И зачастую это вода водой еще 1-2 года до того, как ты письмо пишешь. Там открываешь, о, руководитель другой, о, устав изменился. А что, и организацию-то ликвидировали, название сменили. Естественно, что если есть соглашение 2 года назад, которое, да, якобы пролонгируется, но там уже другой руководитель, тогда этому соглашению почти ноль, потому что, ну, будет это, не будет на практике. Ясно, что если у вас есть помещение, вы лучше приложите договор, что вам дают это помещение, не надо писать письмо, что вам его дают. То есть, ну, есть какие-то разумные исключения, безусловно. Если вы говорите о том, что вам уже дали какие-то средства и вам их дают в любом случае, вы приложите это договор о соглашении. Поэтому здесь из любого правила есть исключение. Но в целом, если лучше конкретное письмо, чем рамочное, неактуальное по срокам соглашения. Спасибо. Вообще, мне кажется, исчерпывающий. По-моему, Жанна, что-то. Да, я хотела по актуальности акцент сделать. Пожалуйста, не пишите, что Владимир Владимирович Путин сказал в речи, глава республики обозначил. И нет, это важные, это основополагающие, и вы, профессионалы, на это опираетесь, и для нас это тоже является акцентом. Но поверьте, мы знаем, где ставятся приоритеты, и очень важно, ну вот лично для меня точно, когда я смотрю, что если вы пишете даже на республику, когда вы пишете в республике, а я не понимаю, вы будете в городе Якутске, например, запрашиваете до 500 тысяч, да, я понимаю, что вы весь Якутск не охватите. Значит, будет охват, какой вот конкретно у вас округа, да, у вас, то есть как бы административный. Да, вот если вы возьмете какой-то один административный округ, возможно, и, то есть, давайте более локально скажем, чтобы было понятно, как, почему, потому что сейчас, я думаю, что и фонд президентских грантов, и в том числе и ваши главы республики, будет проходить оценка эффективности. И, конечно, не хотелось бы, чтобы вы очень много сил, энергии, ресурсов потратили, в том числе бюджетных средств,
налогоплательщиков. И вы знаете, получилось бы что-то такое абстрактное, и тут уже ругать, наверное, не власть нужно, да, а нас с вами, как мы этими деньгами распорядились. Поэтому очень важно, чтобы было четко понятно. Во-первых, когда не задваиваются благополучатели, с какой позиции, ну извините, их Министерство социальной защиты поддерживает этих благополучателей, и вы тоже усиливаете. Тогда не совсем понятно, может там программы неэффективно работают, может что-то поменять нужно, а как не касались других целевых групп из этой же категории, их так и не касаются. И отсюда идет нелояльность населения, и они возмущаются, не могут понять, вроде что-то для них делается, а где найти вот эти организации очень сложно. Так что, пожалуйста, давайте уже действовать на конкретные целевые группы, на конкретные территории, на конкретные наследия, да, то есть ваши, вот, если, потому что пишут мы УЛУС конкретный, да, а в УЛУСе сколько наследов бывает? По 5, по 10, наверное, да, вот, да? Да, то есть, да. я не понимаю, то есть я когда... Франции УЛУС. Да, я как эксперт, ну не знаю, как коллеги, а я, например, открываю, смотрю количество и смотрю тогда уже по логической связанности, а сколько там, ну скажем так, какие мероприятия запланированы именно в этих наследках. И вижу, что никаких мероприятий, то есть муниципалитет указан, ну в вашем случае УЗ, весь, а, извините, конкретных мероприятий на конкретные поселения наследков нету. Тогда и вот тут большой провал, и разрыв идет, и непонятно, какой эффект вы хотите-то, что получить. Почему Жанна Александровна совершенно верно сказала по поводу речи президента и не только. Это гранты президента, это гранты главы республики или гранты мэра. И мы исходим из того, что они не даются на направления, которые президент, губернатор, глава республики считают неактуальными. Если там есть это направление, они актуальны в целом как направление. Но вот актуальна ли ваша конкретная идея для этой вашей конкретной территории? Ну, маловероятно, что к вам кто-то приехал и сказал, что вы знаете, именно вот в вашем конкретном селе актуально это. Если кто-то из руководителей нашей страны приезжал в ваш конкретный УЗ, в конкретное село, провел какой-то фокус-группу и выявил, что здесь именно это актуально, и после этого каким-то чудесным образом никто на это все-таки не обратил внимания, тогда, безусловно, пишите. Но если вдруг это все-таки не так, то делайте фокус-группы. Я не говорю исследования. Заранее, да, ну можно же сейчас... Собрание, соберите 15 человек в Zoom, соберите, если коронавирус. Соберите 15 человек в Zoom, прикрепите видеозапись. Ну, условно, конечно. Если небольшая территория, то и 5 достаточно. Сделайте что-то, что подтвердит экспертам, что это актуально. Многие делают опросы, даже какие-то там, я и такое встречал, а-ля ведомость голосования, вот мы там всем селом хотим, нам это важно. Кто-то пишет там многодетные семьи, там 25 многодетных семей. Особенно, знаете, вот я не люблю почитать что-то от руки, но как-то бывает, видишь, что действительно там от руки там люди, если человек что-то написал совершенно разный текст, не под копирку, ты понимаешь, что, ну, наверное, их не заставили. Наверное, действительно, они считают это важным и наболевшим ту проблему, которая длится. Даже если, на мой взгляд, мне кажется, что она не очень актуальна, но меня могут убедить как эксперта в том, что эта проблема актуальна для той или иной территории в рамках того или иного фокуса. Ну и у меня еще очень короткий комментарий. Вы знаете, напишите, пожалуйста, ну, есть еще такой критерий, как инновационность, и он такой достаточно сложный, неоднозначный, очень тяжело получить за него высокие баллы для всех. Вот, но при этом, пожалуйста, не пишите свои заявки. Значит, мы единственные, кто это делает. Мы первые. Мы, значит, ну, то есть мы вот как бы в этой теме главные. Если вы в этом точно не уверены, потому что эксперты, они всегда, у них всегда горизонт шире, и видение шире, и понимание шире, они видят вообще всю палитру в этой сфере. И если вы будете вот так вот утверждать, что вы тут единственные, первые и неповторимые, это прям сильно будет подвергаться сомнению, да, то есть вы тут прям себе такой подводный камень подложите. Ну, либо пишите, что мы первые в этом УЛУСе, мы первые в этом городе, опять же, если вы уверены, потому что бывает так, что ты гуглишь, и оказывается, что даже в этом городе, извините, и в этом УЛУСе вы, извините, не первые. Бесценные советы от экспертов. Я, кстати, хочу напомнить, что у нас будет запись
Не у всех скоростной интернет, особенно в Арктике, и в отдаленных селах и городах, поселках, точнее, городского типа. Но вы можете посмотреть в записи, YouTube-канал идет сейчас, еще прямая трансляция в Инстаграме. И, конечно, на нашем портале Единого ресурсного центра. И все-таки вот про проектирование, завершая вот этот блок, один вопрос. И этот вопрос, честно я хочу сказать, он не пришел к нам от наших уважаемых благополучателей Единого ресурсного центра. Мы его сами написали. Почему? Потому что мы делаем экспертизу проектов, мы консультируем, мы общаемся с некоммерческими организациями. И может ли проект включать в себя реализацию одного мероприятия? Очень много нам поступает на фестивале, песни, пляс, одна акция, одна конференция, вот одно событийное, ивент и все. Вы посчитаете это за проект? Честно, вот смотрите, за проект мы посчитаем, потому что это проект, если качественный проект. Достоин ли этот проект, чтобы быть поддержанным, это уже, ведь, извините, второй вопрос. То есть проект, да, является ли это проектом, тут, на мой взгляд, ну, безусловно, мероприятие качественно разложено, почему нет, это социальный проект. Насколько он повышает качество жизни, насколько он реально отвечает целям и задачам, ну, единичны такие случаи. Я всегда говорю, мероприятие желательно, чтобы было как точка входа, как вовлечение в проект кого-то. Иногда оно нужно и как точка выхода из проекта, как демонстрация. Иногда как промежуточная какая-то история. Ну, вот у нас есть, например, потрясающая премия в регионе для талантливых детей, суперизвестный фонд Андрюша, создали фонд своего капитала. И мы всегда говорим, ну поймите, ваша премия – это не главное, что вы делаете. Вот если вы работаете с талантливыми детьми в глубинке, вы помогаете их, вы помогаете им их семьям для того, чтобы они могли развивать их компетенции. Вы помогаете им в поступлении в вузы, помогаете им в обучении в школу, помогаете им в обучении в вузах, в том, чтобы у них там было общежитие, в том, чтобы они, может быть, там поступали именно в те вузы по профильной деятельности. Это же тоже надо поехать. Может, понимаешь, творческие вузы это не ЕГЭ, помимо ЕГЭ это надо поехать, творческий конкурс, жить в Москве, еще что-то. Вот это важно. Да, если у вас параллельно есть премия, концерт, на котором они поют и демонстрируют свои достижения, этот концерт часть проекта, это неплохо. Я один маленький вот пример, если вы позволите, приведу, интересный, мне кажется, для благополучателей. Есть такой известный фонд КАФ, все его знают. И там есть такая легендарная, один из легендарных людей, руководителей одной из программ фондов местных сообществ, Лариса Васильевна Ровик. И у них была одна из программ, в рамках которых они принимали решение о том, предоставлять финансирование или нет, приезжая в регион, общаясь с органами власти. Вот она приехала, сумма была небольшая, там порядка 350 тысяч рублей, 2014 год, по-моему. Со всеми встречалась, думала, говорит, мы вам все даем, все прекрасно. Единственное, вот смотрите, у вас в смете, я сейчас буду рисовать вам 8 тысяч рублей на пластиковую мебель. Вот это надо убрать. Ну, 300 тысяч, 8, ну, конечно, хорошо будет. Прямо сейчас можете, чтобы мы быстро сделать? Хорошо. Лариса Васильевна пьет чай, мы убираем эти деньги, приходим, говорит, что вы сделали? Потому что если убрать, мы убрали. Она говорит, нет, деньги-то я вам эти даю, вы мебель уберите, запросите на что-нибудь другое. Я говорю, почему на что-нибудь другое? У нас вот выставки, ярмарки, там пластиковые столы и стулья нужны. Запросите обычный. Я говорю, вот смотрите, у меня обычный стол стоит. Мне обычный стол не нужен. На что он мне говорит, все понимаю, но с нашей точки, ну, говорит, это фантик. Нам бы хотелось дать что-нибудь, что инфраструктурно поможет развитию фонда местного сообщества. Мы не убедили, что нам, конечно, нужны эти столы и студии, с ней было проще согласиться. Но я тогда на всю жизнь это запомнил. Мы ведь с вами с экспертами-то не общаемся. Мы не знаем, кто нашу заявку смотрит. Мы убедить так не можем. И поэтому большая часть огромных проектов, мы там смотрим 15-20 миллионов, а в них из оформления будет маленький 1-2 ролапа. Потому что доказать, что тебе нужно вот фантики, сложнее. Иногда они тоже нужны. Но вот мы с вами здесь сейчас находимся, мы понимаем, что эта студия стоит определенных ресурсов. Но есть вещи, без которых ничего не может состояться. Вот без камеры, без звука, без помещения, ну, без того, где сидеть, состояться ничего не может. Без каких-то там других элементов, наверное, могло бы.
И в рамках гранта, вот за счет спонсоров делайте конфеты, а за счет гранта пытайтесь включить то, без чего вот этого результата добиться невозможно. Ну, например, вот если бы у коллег в Едином ресурсном центре не было хорошего интернета, то мы бы не могли транслировать это мероприятие. Поэтому вопрос не в том, сколько он стоит. Без него нельзя, вне зависимости от того, сколько он стоит. А без чего-то другого, наверное, можно. Вот про это тоже надо обязательно знать. Ну вот я еще хотела бы сказать про вот такие событийные проекты. Да? Значит, здесь ответ находится в самом вопросе, потому что мероприятие, оно прям в плане работы размещается. Да? И если мы концентрируем весь проект вокруг мероприятия, то мы тогда не с той точки начинаем проектировать. Надо начинать с проблемы, и тогда нужно понимать, является ли это мероприятие решением чего-то или не является. Вот. Потому что само мероприятие, событие, акция – это инструмент, которым вы пользуетесь для того, чтобы решить проблему в интересах какой-то целевой группы. Все. Вот. А если мы начинаем проектировать из самого мероприятия события, нам нужно к проблеме идти туда, к результатам идти туда, и притягивать все это к этому мероприятию, и как-то объяснять, а оно не клеится, если мы не идем к проблеме. Кстати говоря, по поводу еще лайфхака. Хотя это не лайфхак, это очевидно, но реально многие не понимают. Ну, например, у фонда президентских грантов, ну и в нашем конкурсе есть такой критерий, как логическая связанность проекта. И люди искренне говорят, у нас все логично, у нас система мероприятий, ну, например, там 64 мероприятия. Я смотрю, я говорю, а давайте мы возьмем человека, ну ведь про человека. И когда мы берем этого условного одного человека, представляем его, говорю, вот точка входа, в каком количестве мероприятий этот один человек, неважно, ребенок, взрослый, примет участие. Что с ним произойдет? Что он в реальности получит? Или у вас один в одном, один в другом, другой в третьем. Система мероприятий есть, а системности в проекте нет. Система мероприятий и системность – это вообще разные вещи. Иногда они связаны, слава богу, а иногда нет. И самое главное, на что смотрят эксперты, вот что если вы обозначили цель проекта, там, повышение качества жизни там, каких-то категорий граждан, что качество жизни-то повысилось, чтобы и относительно повыситься. чего? Нужно Ну, тоже относительно замерить, чего, да, конечно, то есть да. должны точку входа взять проблематики, что вот они сейчас на таком уровне, и благодаря вашему проекту будут изменения, вот они будут уже на другом уровне. И что это реально будет достигнуто, потому что, еще раз, если мы говорим о том, что там есть проблема, ну не знаю, там я сейчас нафантазирую, работа с детьми перенес семенка заболеваний. Если у вас с этой семьей, ребенком комплексная работа в течение года, не вопрос. А если вы одно мероприятие с одной семьей, одно с другой, одно с третьей, одно с пятым, и в комплексе у вас проблема не решится, вот я недавно читал один такой проект, колоссальная проблема, что мужчины уходят из семьи, где есть дети, ну по разным причинам. Женщине того, женщина в больнице. Но когда ты смотришь на систему мероприятий, ты понимаешь, что там на одного человека, там на всю страну они пытались написать, 2 минуты. И понимаешь, что проект важный с точки зрения цели, а система мероприятий не приведет к решению цели. И тогда я считаю, что не может найти поддержку. Ну, я считаю, что мы из первых уст получили бесценные советы от экспертов. Это прямо вот пишут в личку, что рождается подкаст, который нужно продолжать. И говорят, почему Михаил так рано уезжает, оставьте его еще на несколько дней, давайте заснимем какие-то подкасты. Но это действительно так, во-первых, профессионализм, опыт, да, и что очень важно, это умение и готовность делиться своими знаниями, потому что я считаю, что вот экспертность, профессионализм – это мощный ресурс, который очень сложно рассчитать, потрогать руками, да, как-то сформулировать, изложить или даже оценить. И хочу сказать, кстати, вот то, о чем подтвердите Михаила слова, что я как раз Михаилу-то отправляла проекты фонда «Семья для ребенка». И когда проигрывала, да, почему я проиграла, со слезами на глазах, то есть наш фонд. И когда перед тем, как выиграть,
И этот взгляд со стороны. И не бойтесь действительно получить совета у экспертов на вашей территории, а обращаться в другие ресурсные центры, в единый ресурсный центр. Это очень важно, потому что иногда глаз замыливается, иногда вот эта системность, нам кажется, что мы актуальны, системны, эффективны и инновационны просто на 100, на 200%. Но глаз, оказывается, мы начали за здравие, а закончилось тем, что проект, к сожалению, получил очень низкий балл. И вот в этом тоже это тоже очень важно, это бесценно. Это работа с рисками. Вы знаете, и вот в грантах мэра Москвы есть такой прям отдельный пункт, где как раз касающийся рисков. И мне кажется, очень важно, чтобы мы тоже с вами учились вот эти риски оценивать. И вот как предложение, Ольга, может быть, вы отдельно сделаете курс по работе с рисками. Потому что если, и такое, поверьте, из практики есть, когда не собирают целевую аудиторию, не могут отчитаться, соответственно, перед грантодающей организацией, и начинается здесь фальсификация уже, ну, скажем так, не очень хорошая история, и не хотелось бы вот в нее сваливаться, поэтому лучше заранее вот работать с рисками, уметь с ними работать, и я думаю, что это вам пригодится не только в работе с НКО, да, но и в целом по жизни. Ну и ковид, пандемия показала, да, в прошлом году, что нужно объединяться и быть готовым, просчитывать риски разные. Это спасибо грантодателям, что они пошли на то, что мы вносили изменения в календарный план, в сметы, продляли сроки, причем неоднократно. Вот ресурсный центр Арктика трижды продляли сроки, потому что в Арктику мы вылететь не могли, и в ноябре Светлана и Жанна онлайн, офлайн, мы выходили с этой студии, и 13 арктических районов были подключены. Это были не запланированы, это был форс-мажор. Да, у нас совсем мы должны были вылетать, мы должны были тундру увидеть и во время цветения. Планировали. Все это планировали. Поэтому нужно быть готовыми. Пандемия нас тоже научила тому, что мы риски должны рассчитывать, планировать и предвосхищать события. Да, хорошо, мы тоже возьмем на заметку. И, наверное, из устойчивости мы будем плавно завершать нашу сегодняшнюю встречу, хотя действительно не хочется расставаться. Я надеюсь, что вот все это очень достаточно живо и полезно. Давайте все-таки продолжим тему больше в сторону устойчивости некоммерческой организации. Мы, кстати, провели исследование потенциала гражданского общества за прошлый год. Было достаточно сложно это делать онлайн. Это было поручение председателя правительства. Мы, кстати, вам любезно подарим эти исследования, что мы выявили, что у нас 30, ну это понятно, была репрезентативная, да, выборка, 38% НКО осуществляет свою деятельность более 5 лет. 28% из запрошенных более 10 лет, и только 16% это были такие новенькие, мы их называем новички в некоммерческом секторе. И, конечно, поэтому это логично, когда задают такие вопросы, как стать устойчивой, и только ли гранты и субсидии составляют финансовую устойчивость НКО. Вы частично ответили, когда мы говорили про услуги. Но если мы не поставщики соцуслуг, если мы не в этой сфере, как нам стать более устойчивыми, и только ли гранты и субсидии нас спасут и будут способствовать нашему развитию? Не только, организации, я всегда говорю, что НКО, они, я вот уже говорил, это все что угодно, да. Понятно, что профсоюз это одна история, ТОС это другая история, а благотворительный фонд, помогающий детям, это там третья история. Благотворительный фонд, помогающий заключенным, несмотря на то, что это тоже фонд, тоже, так сказать, четвертая история. И, наверное, есть ряд организаций, которые имеют право, это их выбор, не оказывать услуги. Кто-то не может, кто-то не хочет, выбор. А можно ли сказать, что нет другого источника? Нет, почему? Фандрайзинг, в том числе краудфандинг, в том числе сбор пожертвований, какие-нибудь благотворительные ярмарки, это же услуги. Почему нет? Услуги, не услуги, услуги тоже вещь условная, да, надо понимать, что считать услугой. А вы оказываете платные услуги вашей организации? Конечно. А что, подождите, вот смотрите, что считать платной услугой?
платные услуги нашим благополучателям НКО мы на сегодняшний день принципиально не оказываем. Но, простите, вот у нас, например, приобретено дорогостоящее полиграфическое оборудование, стоимостью там, миллиона на 3. Почему нам, мы, честно говоря, еще этого не делаем, но мы хотим оказывать платную услугу. У нас есть образовательная лицензия. Мы, например, обучаем государственных муниципальных служащих. Это другое. Мы, кстати, не можем обучить бесплатно, там есть такая норма очень спорная в обществе, изменения, что мы даже бесплатно их обучать не можем, это можно делать только в рамках 44-го или государственного задания, по идее. Или, например, у нас есть бизнес, который нам хочет заказать проведение грантового конкурса. Мы же берем с него деньги. Ну, тут берем в виде пожертвований или договора, там можно здесь играть с ссыланием, но по сути это услуга для бизнеса. Да. Но это не значит, что нам за нее платит НКО, поэтому, еще раз, услуги рознь, в каком одни услуги есть, других услуг нет. А, конечно, нужно грамотно и эффективно использовать финансовые средства. Ну, понятно, у нас там государственные средства нам сложнее, но есть ряд коммерческих, скажем так, грантодающих организаций, которые вам дают гранты, там тот же фонд Потанина, например, и вы можете положить их под даже депозиты, неснижаемые остаток. Почему нет? Колоссальное количество организаций этого не делают, а потом говорят, нам замок не на что купить. Поэтому вот в этом отношении возможности есть разные, и всегда ищите ресурсы для того, чтобы источники пополнения были разные. Ну и безусловно надо понимать, что грантов много, субсидий много. Мы говорим о том, что это не должно быть единственным механизмом, но главное, чтобы не были привязаны к какому-то одному источнику. Если у вас много разных грантов и субсидий, ну это лучше, чем если это одно. Если еще что-то кроме них, ну это еще лучше. Ну и, конечно, рекуррентные платежи, если это все-таки организация, собирающая пожертвования. Я думаю, вы знаете, что это такое, изучайте этот вопрос. Если ты сейчас заходишь на сайт организации, там нельзя подписаться на регулярные пожертвования, а эта организация позиционирует себя как благотворительная организация и параллельно оказывающая помощь, ну именно там широким слоям населения, зачастую это смотрится странно. Ну, я могу только поблагодарить всех участников. Я хотела про устойчивость добавить. Значит, кроме того, что мы ищем во внешнем круге источники финансирования и ресурсы, надо их искать внутри. Создавая организацию, в учредитель, в попечительский совет приглашайте ресурсных людей, которые могут вам привести ресурсы, дать ресурсы, помочь найти ресурсы. И задача учредителей и создателей организации беспокоиться о том, как будет жить организация. А не так, знаете, создали организацию, даже приходим и говорим, а где тут у вас касса, кто нам профинансирует то, что мы тут создали? Да. Ну, пример ВВФ, Всемирный фонд дикой природы, президентом был принц Филипп Герцог Эдинбургский, это амбассадор, на Five O'Clock, на чай с принцем Филиппом в свое время приходили очень многие желающие и оставляли свои пожертвования на охрану природы во всем мире. Ну что, уважаемые коллеги, еще добавить, прям буквально секундочку. Это информационная открытость. Вы знаете, вот прям очень важный фактор, пожалуйста, не забывайте вести свои социальные сети. Не забывайте, кто включен в вашу команду, тоже, чтобы их социальные сети соответствовали хотя бы тому направлению, чтобы мы понимали, что они занимаются именно своей профессиональной деятельностью или заявленной той, которая в заявке идет. Безусловно, ваша организация, что она делает, не стесняйтесь, не надо писать сложно, не читают люди, простые люди, вот сложными словами, они не воспринимают информацию, будьте проще к ним, пишите кратко, понятно, коротенько, и вот поверьте, и будет подписчиков у вас больше, и, кстати, зарабатывать даже сможете, я вам хочу сказать, если целенаправленно займетесь этим. Вот. Ну и, безусловно, открытость больше даст возможность, не знаю, как коллеги знакомятся, но я всегда просматриваю социальные сети, что, чем человек занимается, какая у него там семья, что у него там интересного происходит. Вот, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на свою информационную открытость. Благодарим за участие. Мы завершаем сегодняшний день онлайн-марафона, но не прощаемся.
Во-первых, завтра в 6 часов я ссылочку попрошу администратора отправить на вебинар, который будет проводить фонд культурных инициатив. Это очень важно, и снимутся те вопросы, которые перед нами сегодня стояли. 25-го мы встречаемся на этой же платформе в 11 часов и в 2 часа дня. Это социокультурные, межнац, молодежные проекты. Подключатся наши слушатели, я думаю, из других районов и улусов в том числе. Я благодарю экспертов. Надеюсь, что сегодняшнее мировое кафе действительно было мировое. Вы предвосхищали вопросы, которые здесь были разложены на карточках. Вы отвечали так, что я не могла порой вас остановить. Это здорово. Марафон продолжается. Я желаю всем мира, добра, любви в дни летнего солнцестояния. И встретимся на канале Единого ресурсного центра. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Берегите себя и своих близких.